Страны Организации исламского сотрудничества поддержали кандидатуру Таджикистана как непостоянного члена Совбеза ООН. Сердару Бердымухамедову присвоили воинское звание генерала армии. В Казахстане вступили в силу обновленные правила въезда для иностранцев. В России предложили амнистировать депортированных мигрантов-строителей. В штаб-квартире ООН 25 января состоялась встреча группы государств-членов Организации исламского сотрудничества, на которой была поддержана кандидатура Таджикистана как непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2028-2029 годы. На заседании постоянный представитель Таджикистана при ООН Джонибек Хикмат отметил, что время выдвинуть кандидатуру республики в члены Совбеза ООН пришло, учитывая участие страны в различных мероприятиях и процессах в рамках ООН, а также с учетом уникального опыта страны, сообщается на сайте Министерства иностранных дел. По итогам рассмотрения этого пункта повестки дня государства-члены группы ОИС единогласно выразили поддержку кандидатуре Таджикистана. В сентябре 2021 года на 76-й сессии Генассамблеи ООН президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что республика готова поделиться богатым опытом в противодействии угрозам и восстановлению стабильности через переговоры и тем самым внести вклад в осуществление целей и задач Совбеза ООН. Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову присвоили воинское звание генерала армии, сообщает об этом государственное информационное агентство страны «Золотой век». В соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана, Меджлис Туркменистана постановляет присвоить воинское звание генерала армии президенту Туркменистана, верховному главнокомандующему вооруженными силами Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулиевичу, говорится в постановлении Меджлиса страны. Ранее бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова объявили национальным лидером, а также определили его полномочия. Теперь по новым порядкам он имеет постоянное право обращаться к народу страны, может выступать на заседаниях парламента Туркменистана, а также на заседаниях и съездах политических партий. В Казахстане с 27 января вступили в силу обновленные правила въезда для иностранцев, согласно которым теперь отменяется практика так называемого визарана – возможность продлить разрешенный период пребывания в 90 дней, выехав за пределы страны хотя бы на сутки. Согласно обновленным миграционным правилам, теперь граждане стран ЕАЭС смогут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней. Для граждан других стран с безвизовым режимом с Казахстаном лимит пребывания в республике составляет 30 суток. Для продления срока пребывания в Казахстане необходимо получить вид на жительство или разрешение на временное проживание. Иностранные граждане, трудившиеся в строительной отрасли России, депортированные за нарушение миграционного законодательства, должны получить возможность амнистии для возвращения в страну в рабочих целях. С таким предложением в четверг выступил президент Национального объединения строителей Антон Глушков, передает ТАСС. «Я думаю, что сейчас настало время проработать механизм так называемой амнистии иностранной рабочей силы, которая была депортирована с территории России. Потому что эта иностранная рабочая сила нужна. Она уже имеет опыт работы в России, имеет производственные навыки», сказал Глушков журналистам. По его словам, количество мигрантов, депортированных за нарушение миграционного законодательства, достаточно велико. Только на примере Таджикистана их около 500 тысяч человек, пояснил глава Нонстрой. Он добавил, что хотя нарушения могут носить разный характер, большая их часть – административное производство, например, неуплата штрафов или нарушение режима пребывания на территории России. Глушков также сообщил, что уже формируется судебная практика, когда иностранные граждане в судебном порядке обжалуют свою депортацию и получают право возвращения в Россию для применения своего труда. В 2022 году в России трудилось около 6,5 миллионов строителей, а в 2030 году с учетом цели развития стройотрасли их количество должно увеличиться до 8 миллионов, подчеркнул Глушков.